قه سال نوامبر دیز چرایان دیز مقرر روسیه دین ایگیت ترار قچورچی وطن هلیار اوکراین دا قلفیزا مخصوص اپراتسیه دین اشتراکچیار افیسر انویر نیویف و رسلان قربانov مهمان خنا وطن دین ایگیت رایون دین قیقین دال الله سلیمانن مموریال دال منیسپальный район дин Илсаид Тимирханов хал дин собрание депутат имам Яралиев в район дин собрание председатель Штибек Мямедханов левай район Глерин дестеди каршиламишна. Что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Уважаемые друзья, уважаемые участники сегодняшнего торжественного нашего мероприятия, сегодня мы здесь в нашем зале собрались с вами по приятному торжественному случаю. Сегодня мы приветствуем и чествуем в нашем районе наших героев России Энвера Набиева и Руслана Курбанова. Хочу от имени жителей района, от всех вас, от администрации, от депутатского корпуса, общественности, еще раз поприветствовать их на территории нашего Сулейман-Стальского района и еще раз поздравить их с заслуженной наградой. Эти наши ребята, герои, Энвер и Руслан, действительно отдают свою жизнь в службе отчизне, нашей родине большой, России. После окончания своих воинских училищ они служат в рядах российской армии, являются офицерами. Когда необходимо стало нашей родине, нашему народу защищать свой суверенитет, свою свободу, мирное небо над нашей головой, они с первых дней находятся на службе, не стали прятаться, скрываться за спинами других, а действительно взяли на себя ответственность и за свою судьбу, и за судьбу тех солдат, офицеров, которые находятся в их подчинении. И действительно в боевых условиях, сложных, тяжелых военных условиях проявили настоящее мужество, героизм. И указом, вы знаете, президента Российской Федерации оба награждены самой высокой наградой нашей страны, званием Героя России. Хочу сказать, что это мы здесь сегодня и общественность, и наше подрастающее поколение. Эти ребята, как и другие наши герои, участники специальной военной операции, это действительно пример для нашего подрастающего поколения. Это образцы мужества, примеры героизма, отваги, служения Родине. Поэтому, думаю, многие из нас учились на примерах героев Советского Союза. Наше молодое поколение уже через киноленты, художественные произведения знает о героях. Сейчас, когда эти ребята находятся рядом с нами, у нас есть возможность с ними вот так переговорить, услышать их. Я думаю, это большое дело для того, чтобы наша молодежь, подрастающее поколение тоже выросло настоящими патриотами нашей Родины и Дагестана, и нашей большой Родины России. Поэтому еще раз хочу пожелать нашим ребятам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в дальнейшем служении нашей Родине. И хочу сказать, что мы всегда будем рады видеть их здесь, на территории нашего района, как самых почетных гостей. Сейчас я бы хотел предоставить слово депутату Народного собрания Республики Дагестан Яралиеву Имаму Владимировичу. Салам алейкум, уважаемые земляки, уважаемые друзья. Я очень рад и горд, что сегодня наша замечательная земля Сулейман-Стальского района принимает саммит
уважаемых, самых достойных, самых храбрых сыновей Дагестана. Это наш Энвер Набиев и наш Руслан Курбанов. Люди, которые всю свою жизнь посвятили профессии защитника Отечества. Люди в своей службе верные Отечеству, имеющие офицерскую честь и храбрость. Люди, которые бесстрашны в бою, люди профессиональные, люди, которые всегда умеют и могут, рискуя жизнью, добиваться поставленных командованием задач. Вот они сегодня, проявив великая храбрость, большое мужество, самоотверженность в бою, проявив свои самые лучшие качества дагестанца, россиянина, человека, который умеет и любит свою родину. Вот они сегодня с нами. Вы знаете, что Герой Российской Федерации – это высшая награда нашей страны. И заслужить его надо совершить особый героизм, особую самоотверженность, особую храбрость. Наши ребята это сделали. И наша страна, наше государство российское в лице президента страны своим указом присвоил им это самое высокое и почетное звание. Мы все гордимся им. Мы благодарим их за храбрость и мужество. Мы будем всегда рядом и с ними обоими, и всеми нашими воинами, которые сейчас выполняют свой воинский долг, защищая нашу страну, защищая территориальную целостность, суверенитет нашего государства. Враги России со всего мира сейчас особо ополчились на нашу страну. Они хотят нас согнуть, они хотят нас подчинить, они хотят нас уничтожить. Наши мужественные, храбрые защитники Отечества дают им отпор, дают им по зубам. И я уверен, что специальная военная операция, которая сейчас идет на территории Украины, закончится безусловной и безоговорочной победой нашей страны. И порукой тому такие храбрые ребята, как наш Энвер Набиев и Руслан Курбанов. Наша благодарность и наше уважение к ним. Всегда вспоминаю одно замечательное стихотворение. Просто я не могу без особенно подхода к этому событию. Есть стихотворение, которое мы всегда в день лезгинского языка, день языков Дагестана учим все наизусть. Это называется «Шун-ле-эр». Лек лагана, дех чавада час парада, лек лагана час жуанда, час джарада. Шун-ле-эр гекигадия, кичевелер джинтидай. Шун-ле-эр хис, ил хуравоз финтидай. Шун dünya madde zatun gerek. Çi dostları, çi düşmanları şun zatun gerek. Çirin vinel çun harcavos, il vinevos kapın gerek. İgit vinel gelpın gerek. İhvan keve kayıtani. Lab rehiday beredani. Şun herkes rehin gerek. Sara çileğer tabasarandı. Sara çileğer Lezgistan'dı. Sara çileğer Dağıstan'dı. Sara çileğer Orusat'dı. Veri askera çilkızva ruhaya abur Allah tıra, abur galip volgoz hameşa patoktura. Yaşanışlar dostlar, yaşanışlar Dağıstan, koy hameşa pata galip bilir kura. За победу, за Россию, за президента Сара Кюригера. Слово предоставляется военному комиссару
Ассаламу алейкум. Я очень рад здесь бесконечно, я думаю, как и вы, выразить свои чувства глубокого уважения и благодарности, во-первых, всем ребятам, которые сейчас проходят военную службу, участвуют в специальной военной операции на территории уже нашей страны, так сказать. Они там выполняют свой воинский долг, выполняют те поручения, те задачи, которые поставлены командованием, и выполняют их, как говорится, с честью. Мне приятно сейчас свои чувства выразить тем, что двое из тех ребят, которые там принимали участие, два офицера, которые проходили службу военную там, указом президента, им присвоено высокое воинское звание Героя России. Они сейчас находятся здесь вместе с нами. Поэтому большое, огромное спасибо с нашей стороны. Я надеюсь, что они в дальнейшем свою службу поставят так, чтобы было примером для всех нас, для подрастающего поколения. Спасибо всем. Слово предоставляется Рязаеву Слейману Мавлюдиновичу, председателю Совета ветеранов Среднестарского района. Уважаемые герои России, уважаемые участники встречи, сегодня мы собрались здесь, чтобы встретить наших героев. Майора, начальника штаба танкового батальона Энвера Набиева и старшего лейтенанта танкового взвода Руслана Курбанова. Для всех нас это большая гордость, когда наши земляки удостаиваются высочайшим званием. Мы, жители Сулейманстарского района, во главе руководителя муниципального района Тимирханова Саида Мусиновича, поддерживаем наших солдат, которые выполняют специальную военную операцию на Украине и оказывают гуманитарную помощь от районной администрации. Хочу ответить, Совет ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Сулейманстарского района с взаимодействиями с другими общественными организациями района проводили и проводим классные часы, уроки мужества в поддержку наших солдат, которые находятся на специальной военной операции в Украине. Например, в Артастатской средней общеобразовательной школе имени Героя России Радима Халикова провели урок мужества «Письмо солдату». В ходе урока учащимися школы были написаны письма солдатам, которые сражаются за мир, за наше Отечество на Украине. 21 марта во Дворце культуры имени Ибадуллаха Тагирова прошла акция в поддержку российских вооруженных сил, находящихся на Украине. 28 сентября на площадке Дворца культуры имени Ибадуллаха Тагирова в селении Касум-Кент прошла гражданские патриотические акции. Мы за российскую армию, мы за нашего президента. Организаторами акции были Управление образования района и Совет ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Сулейманстарского района. Выступающие выразили свою солидарность с решением президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и поддержку гражданам, призываемым на военную службу и в рамках частичной мобилизации. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Ханвердиеву Абдулнасиру Ханвердиевичу, отцу офицера российской армии, участвующего в специальной военной операции. Hürmetli Prezidium, hürmetli rayonliklar, hürmetli Enver ve Osman Sıkar. İhtiyarsızız,
Сабахаде, че районные проблемы к образованию Патай. Эллахаде, Соси, Жуан Патай, че районный Малимри Патай, Шнатас, Ватирби Гуза, Айорин Патай, Квез, Канинью, Барата. Ва, че Калаха Асьядин, Гамер, Сто Слейманам, Джилял, Кюн Ташина Миштай. Tarih sas efendime aldat biçar iyi jıdaç. Çeykela sas efendim fidaç. Çibubayri çekhidi aveda yakışayıvi kazan şay galibo. Vaktar ve devirar füzlo. Ama igitar hamişa rikela muhtar. Tenin yekuz vişalodi Çin lezgi Рухайри, чин муфак элири, чи рухайри, гөл кунетуна ама чилатон де халкарих калас, Украин де чилев душман дес аксия запознава. Чина умут ктозва, кнеч гозва зехмет, хамиша чи халкари, хадаз чехи кмет кудаде, ва хала гери чи акасвай несин дес кюн хамиша чешнея замудаде. Чик Аллах хаклудия, хаксус броз Аллах те учи жаза бура. Аллах хирати. Теперь для патриотического стихотворения слово предоставляется Ферзалиеву Гаджи Мирзе, ученику 9 класса Новомакинской СОШ. Sidaqat Kerimova. Çun leqeyla. Leq lahana deh çavara ças parada. Leq lahana ças jvanda ças çarada. Çun leqeriv geqi gaydiya. Kçeviler çinti iday. Ças leqerhis kili gaydiya. Qil xuravas finti iday. Ças qun şidi leq lahana. Dağ din sinel mugi iday. Ças dustuni leq lahana. Savun yuqol rugi iday. Leq lahana sada qurez, sada kçez, sada xoşiz, sada tiçiz. Hiç çalağan lahana çaz, savar ram avu. Yaquzğun din targanah çaz, ivi qos hazur. Tib lahana çaz sadani, viler nikoz, içi, miçi. Ças sadani rangar çulav, xuruz gıday xabar çulav. Pek lahanaç. Ças sadani ek lahanaç. Viçel qaru, takaburlu. İnhe ajust akur çavuz. Xur vilik naqalı qudday. Zayıf burus kuf yaday. Lek lahana ças virida. Qaqan vile ramiday. Dağlarini, tsavarini, çun takurla gamiday. Tsud lek ağzur quzğun dilay. Vik ehjeda lahana çar. Lek akurla çalağani, mütürjeda lahana çar. Çun vujyata çirxanani yelezgiya. Lek gafuni kühyalriz, nurğanani yelezgiya. Çun dünya diz madlek erhiz atun gerek. Çi dostariz, çi düşmanriz. Çun lek erhiz akon gerek. Çilin vinel çun harç abuz. Qil vinevaz qaqen gerek. İtim bilih gelqen gerek. Hiqon keve khayitani. Lap reqiday beredani. Çun lek erhiz reqin gerek. Уважаемые друзья, теперь хотелось бы предоставить слово нашим героям. Вначале герою России Энверу Набиеву. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы говорим здесь о твердой позиции нашего государства, нашего президента специальной военной операции. Сегодня очень многие провокаторы пытаются дестабилизировать, раскачать ситуацию
стране, когда положение и без того непростое, тяжелое положение. Это всегда было и такое всегда будет. И очень важно, что сегодня мы все вместе едины за наше государство, за нашего президента. Также хочу сказать о поддержке наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой, защищают интересы своей Родины. Большое спасибо вам, как жителям, за эту поддержку. На самом деле, там впереди, на передовой, очень многое зависит и очень многое чувствуется. Это духовная поддержка, когда ты знаешь, что очень много людей за тебя делают дуа, чтобы ты вернулся живой и здоровый. Где-то материальная поддержка, где-то даже бытовая поддержка, сопровождение семей военнослужащих, которые находятся на передовой. У тебя уже меньше голова болит о бытовых проблемах своей семьи. Ты знаешь, что люди помогут, администрация, органы власти помогут твоей семье. И это такое вот чувство поддержки от земляков, это на самом деле очень сильное чувство. Именно оно дает силы в тяжелой ситуации идти вперед, заставляет дрогнуть и убежать врага. Большое хотел бы сказать вам спасибо и всем остальным органам власти. Также хотел сказать и несколько слов о наших товарищах, которые пожертвовали своей жизнью ради мира на земле, которые отдали свои жизни. И мы их никогда не забудем. Они всегда будут жить в наших сердцах. И очень отрадно, что очень многие откликнулись и очень многие помогают семьям погибшим. Это наши герои, это наши ориентиры, это наш. Их нельзя забывать. Мне очень тяжело говорить о них, и у многих, может быть, в зале находятся люди, которые потеряли своих близких, матеря, сестры, братья, дети, жены. Дай Аллах вам силы справиться с этой бедой. От себя лично хотел бы вас всех заверить, мы скоро возвращаемся туда, на фронт. Мы доведем дело до конца. Иншаллах, за каждого отомстим. Спасибо большое. Слово предоставляется герою России Руслану Курбанову. Ассаламу алейкум, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия за радушный и теплый прием и возможность поделиться с вами впечатлениями и боевым опытом, полученным в ходе проведения специальной военной операции. Хочу поблагодарить гостей сегодняшнего мероприятия за то, что вы не остались в стороне, потратили свое личное время, чтобы поддержать нас, ведь ваша поддержка для нас в данный момент имеет очень важную роль. Рад видеть на сегодняшнем мероприятии наше подрастающее поколение, ведь вы являетесь будущими героями нашего Отечества, нашего государства. На вас возложено все наше будущее, нашей страны. Я, так же как и вы, очень много участвовал в различных военно-патриотических мероприятиях, различных секциях, кружках и всегда мечтал объективно, воочию увидеть героя Российской Федерации, героев Советского Союза. У вас сегодня есть такая прекрасная возможность. Мы с нашим братом Энвером, такие же простые ребята, как и вы, также проходили обучение в наших сельских школах. Самое главное – это не сдаваться и быть патриотами своего государства. И у вас это, я не сомневаюсь, все это получится. Не поддавайтесь искушению всех этих неформальных европейских ценностей. Всегда поддерживайте свое государство, ведь все эти европейские государства, они в данный момент идут против нас. Если неофициально об этом рассуждать, то в данный момент идет у нас Третья мировая война.
но в основном они пытаются воздействовать на нашу молодежь информационно, по средствам массовой информации, по завербованным гражданам нашего государства. Поэтому, уважаемые представители нашего подрастающего поколения, не поддавайтесь этим искушениям, будьте патриотами и гордитесь всегда своим государством. Особенно своей республикой, Республикой Дагестан. Я, если честно, горд нашей республикой, потому что основная часть военнослужащих по контракту, офицерский состав, который принимает участие, это представители нашей республики, которые мужественно и достойно выполняют поставленные боевые задачи, которые никогда не дали повода усомниться в гордости и мужестве нашего народа. Кроме того, сегодняшнее наше мероприятие имеет значимую роль для всей Республики Дагестан, так как на данном мероприятии собрались два брата боевых именно товарища. Мы с Энвером Альбертовичем познакомились на второй день спецоперации на самом тяжелом направлении, на Киевском. До сих пор поддерживаем связь друг друга, поддерживаем тяжелые ситуации. А для республики имеет это значимую роль, так как мы братья разных народов, но очень дружественных братских народов. И мы показываем тем самым то, что необходимо поддерживать единство и дружбу между народами Республики Дагестан и не поддаваться никогда провокациям и вот этим конфликтным ситуациям. Необходимо поддерживать и сохранять единство нашей республики. Кроме того, хочу поблагодарить каждую семью, здесь присутствующие семьи Республики Дагестан, за вашу поддержку, так как очень много приходит гуманитарной помощи на фронт. Я в данный момент, вот перед награждением буквально присутствовал на фронте, меня направили сюда на награждение, на выступление перед нашей молодежью, перед народом. И я каждый день чувствую вашу поддержку. Даже когда в гуманитарной помощи приходит коробка даже конфет, я уже понимаю то, что эта коробка конфет пришла от нашего народа. И они всегда ждут нас, всегда поддерживают, и это очень приятно на душе. Поднимает наше морально-психологическое состояние, поднимает именно боевой настрой. И с вашей поддержкой мы обязательно добьемся победы, и победа будет за нами. Баракаллаху. В завершении нашего сегодняшнего торжественного мероприятия мы бы хотели нашим героям, которые посетили наш район сегодня, вручить подарки от администрации муниципального района. В первую очередь мы определили музыкальные инструменты, это чунгур, это работа наших мастеров, изделия, предметы из пикской керамики, это тоже исконно наше творчество народно-художественных промыслов, и книгу о районе, подготовленную при праздновании 90-летия района. Это мы доводим до вас память о посещении района. Значит, хотел бы предоставить слово от благотворительного фонда МУД. Уважаемый президиум, уважаемые товарищи, сегодня, в этот день, от души хочется сказать слова искренней благодарности нашим героям России, мужественным, смелым парням, нашему Энверу Альбертовичу и Руслану Маркизовичу. Спасибо вам, что у нас есть такие герои. Наше подрастающее поколение всегда будет вас брать пример. Вы будете примером для многих поколений. Уважаемый Энвер Альбертович и Руслан Маркизович, вы прославили Дагестан, наш народ и всю Россию в целом. Спасибо вам огромное за проявленный героизм и отвагу. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Кю Аллах хра, хэр. Уважаемые товарищи, аминь. Несколько слов хотелось бы сказать про фонд МУД. Начиная с 2004 года фонд МУД выступает спонсором и инициатором многих социально значимых мероприятий. Это, как вы знаете все, учреждение праздника Харвели,
посвященный героическому лезгинскому эпосу. Это День лезгинского языка 10 октября. Это возрождение наших национальных традиций. Это изучение, сохранение и развитие родного языка. Это оказание материальной помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это поддержка спорта, культуры и огромный вклад во время борьбы с вирусом, во время пандемии. Я бы хотел сегодня от имени попечителей Совета фонда УМУД поздравить от души вас с этим замечательным, с высокими званиями нашей страны и вручить сегодня от имени фонда УМУД вот эти подарки. Прошу. Уважаемые друзья, в завершении нашего торжественного мероприятия хотел бы еще раз поздравить наших героев, пожелать им семейного благополучия и успехов в дальнейшей своей службе. Вам спасибо за участие в сегодняшнем мероприятии. Я думаю, на этом мы завершим.